Сегодня 10-й день проведения спецоперации в Украине. Вторую неделю страна, наша республика, живет сводками, которые приходят оттуда, пытаясь всеми возможными способами поддержать наших военных и людей, которые оказались заложниками ситуации. В Коми начали прибывать первые беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Только в Воркуту приехали уже более 20 человек. Теперь им вдалеке от малой родины придется заново строить свои жизни. Как их принял гостеприимный Север, расскажет Ксения Лосева. В Воркуту Елена Солдатова вместе с 13-летним ребенком приехала из города Торез. Он находится всего в 60 километрах от Донецка. О том, что где-то на свете есть пусть и суровая по климатическим условиям, но зато мирная Воркута, она знала давно. Сюда еще 3 года назад перебрался ее муж по работе. Теперь новую жизнь вдали от войны они будут снова строить всей семьей. Дома, на родине, работала в шахте, горнорабочим подземным. Больше, кроме шахты, нигде не работала, поэтому хочу пробовать Воркута уголь. Буду привыкать. Климат, конечно, у вас не такой, как у нас. В марте я еще никогда так не загорала. Но ничего, город хороший. Люди добрые, отзывчивые. Оптимизм Елены, хоть и с нотой грусти, разделяют все прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик. Любые проблемы и трудности, говорят здесь, по сравнению с тем, что происходит сейчас на их родине, кажутся незначительными. Главное, теперь они в безопасности. К тому же Воркута встречает очень гостеприимно. У города есть все необходимые ресурсы для этого. Есть свободные места в детских садах, в школах. Есть свободные специалисты, специально отведенные для работы с нашими друзьями, прибывшими. Убедиться в том, что беженцам оказывается вся необходимая поддержка, накануне по поручению главы республики в Воркуту прибыла и министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова. На сегодняшний день муниципалитету уже удалось помочь прибывшим с размещением, подачей заявления на денежную компенсацию, а также устроить всех детей в образовательные учреждения. Так, например, 6-летняя дочка Ирины Егоровой уже с нетерпением ждет, когда в понедельник пойдет в новый детский сад. Мне ребенка устроить в садик и найти работу желательно. Я хочу получить гражданство Российской Федерации, то есть паспорт, все как положено, вид на жительство и работу, естественно. На сегодняшний день в Воркуте более 2000 самых разных вакансий, а значит, выбрать то, что по душе, получится у каждого. Сейчас прибывшие активно занимаются переводом всех имеющихся документов с украинского на русский язык. Кто-то хочет продолжить заниматься тем, что делал на родине, а некоторые даже подумывают о смене профессии. С этим, кстати, тоже могут помочь в местном центре занятости. Мы будем рассматривать все, что они могут. Значит, в зависимости от тех вакансий, востребованности, значит, будет подбираться работа. Потом, значит, будем обсуждать этот вопрос с работодателями, потому что у них возможности какие-то есть, какие-то критерии. Если будут какие-то сложности, допустим, с медкомиссией или так далее, точно с этими руководителями этой направленности тоже будет обсуждено этот вопрос. Я думаю, что было бы желание. Трудоустройство есть. Возможности трудоустройства, есть и возможности получить новую специальность или повысить квалификацию тоже за счет центра занятости. Чтобы на новом месте все чувствовали себя как дома, с каждым человеком работают индивидуально, оказывая самую разную помощь. Неравнодушным к общей беде не остался никто. Во многих городах и районах республики люди несут теплые вещи, продукты питания и гигиены. Министерство труда, занятости и соцзащиты Коми ежедневно проводит мониторинг всех прибывших. Собирают данные отовсюду, от миграционной службы, муниципальных образований, здравоохранения и образования. Кто прибыл, какая помощь оказана, были ли приняты документы на материальную помощь, требуется ли гражданам медицинская помощь. Ведь сегодня граждане, которые прибыли, есть просто несколько человек, которые прибыли вот и в Воркуту, в том числе пенсионного возраста, им потребовалась медицинская помощь в связи с тем, что события, они очень сложные, морально, психологически сложные для них. И у них понятно, что со здоровьем в этой связи сразу наблюдаются проблемы, им требуется медицинская помощь. Всем предлагается психологическая помощь. Для координации действий всех служб по приему беженцев в Воркуте создали специальный штаб. Такая же работа ведется и в других муниципалитетах Коми. На сегодняшний день по 2 человека прибыло в Сыктывкар и Ухту. Несколько расположились в Усть-Вымском районе, 1 в Печоре. Пока наплыв небольшой, говорят специалисты, но республика готова принять всех желающих и даже постепенно увеличивать количество мест для размещения при необходимости.